Сенатор-демократ Крис Ван Холлен и республиканец Марко Рубио снова внесли в Верхнюю палату парламента США, Сенат, законопроект о новых санкциях против России за вмешательство в выборы. Законопроект о защите выборов от угроз через установление ограничений, так он называется, предполагает введение этих самых ограничений, если будет найден российский след в федеральных выборах 2020 года. Законопроект предусматривает санкции против российских банков, а также оборонных энергетических компаний. Им могут заблокировать активы в США. В список банков входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Внешэкономбанк и Россельхозбанк. Это государственные банки России. Гражданам и компаниям США будет запрещено инвестировать в российские энергетические компании. Кроме того, счета высшего политического руководства России и приближенных к ним бизнесменов также могут заморозить. Я предлагаю послушать, что об этом говорили сенаторы. Цель нашего законопроекта – предотвратить любые будущие попытки манипуляций нашими выборами, давая понять, что попытки вмешаться в наши выборы повлекут оперативные серьезные последствия, мы можем удержать враждебные иностранные державы от будущего вмешательства, но мы должны действовать сейчас. Поскольку президент России Владимир Путин понимает лишь сдерживание, закон о сдерживании 2019 года четко дает понять России и другим враждебно настроенным правительствам, что Соединенные Штаты Америки будут реагировать на будущие попытки вмешательства или подрыва наших выборов немедленно и сокрушительно. Я призываю Конгресс объединиться и решительно защитить наши выборы и американский народ на годы вперед против иностранных противников, которые хотят разъединить нас, расколоть нас, чтобы укрепиться самим. В конце марта стало известно, что специальный прокурор Роберт Мюллер не нашел сговора президента США Дональда Трампа с Россией во время предвыборной кампании 2016 года. Об этом говорится в обнародованном докладе Мюллера. Говорилось точнее, предоставленных доказательств было недостаточно, чтобы установить причастность Трампа к совершению таких правонарушений. И прокуроры не освобождают его от ответственности за возможное препятствование правосудию. В результате сенаторы не отказываются от идеи продавливать эти так называемые адские санкции.